Руководство России объявило о частичной мобилизации. Накануне здесь, в Сухуми, за круглым столом обсудили проблемы военных и террористических вызовов, стоящих перед Абхазией. Что в контексте последних новостей следует предпринимать в нашей республике, чтобы быть готовыми к этим вызовам? Об этом поговорим с политологом Бесланом Камки. Здравствуйте, Беслан Астамурович. Здравствуйте. Итак, Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Как ученый-политолог, как вы восприняли эту новость, как ее оцениваете? Насколько вот эта мера была необходимой и насколько она была ожидаемой? Спасибо за приглашение. Я хотел бы сказать в первую очередь, что это было ожидаемо. Оно в силу ряда причин имеет основание такого рода обращения, потому что все прекрасно понимаем, события в Украине, она все масштабнее, и помощь, которая оказывается коллективным Западом, и вовлечение, и, так сказать, и косвенно, и прямо уже, да, и, так сказать, не только украинских военнослужащих, и масштабы, одним словом, которые сегодня мы имеем на Украине, оно следует действительно такая реакция, такой ответ. Достаточно оно вызвано этими достаточно серьезными силами, которые включены на украинском направлении. То есть это было необходимо, на ваш взгляд, да? Безусловно. Это вызвано уже, даже если так судить, представляете, масштабы, которые на украинских этих фронтах разворачиваются, они могли быть по-другому. Вы знаете, специальная операция, она была специальной операцией, и контингент на этот был рассчитан. Но в силу включения мы все знаем о том, что так или иначе около 50 стран, их мощь, и военный потенциал, и не только технический, интеллектуальный, всякое возможно, и военный в живом, так сказать, участии. К сожалению, это случилось, это происходит. Поэтому здесь вовлечение и, так сказать, союзников России также будет, наверное, принимать участие, если речь идет о союзничестве со стороны Абхазии, то здесь нас тоже нужно будет это понимать как достаточно необходимое даже участие в этом. Я думаю, к этому наше общество уже готовилось, надо сказать, потому что наши ребята молодые участвуют уже, всем известный батальон «Пятнашка», который уже давно там находится, и более того, уже есть добровольцы, которые от нас, немало их уже там. Я думаю, это с пониманием подходят наши граждане к этим событиям. Каким образом, как получилось так, как вы думаете, да, что специальная военная операция перешла в такой более глобальный, приняла формат? Да, вовлечение все больше и больше стран. Конечно, здесь мы имеем такой сценарий, что Запад ставит обязательно идеологически, целеустановкой стоит, что Россия должна быть ограничена в своих возможностях влияния. И главное, все этот же план, где Соединенные Штаты во главе не хотят примириться с тем, что современный мир многополярный, он становится объективно многополярным, экономически, демографически. И когда-то один из ученых, антропологов известных, Клод Леви-Стросс, говорил о том, что будущее – это будущее коэволюция цивилизации. Коэволюция – это совместная эволюция цивилизации. Он еще тогда предполагал, что мир будет многополярным. Цивилизационно они не могут быть однополярным. То есть за многополярностью стоит этот цивилизационные субстраты, а их нельзя нивелировать. И здесь возникают политические интересы, и то, что мы называем
называем эгоизм политический, да, он возведен в ранг государственной политики, возведен в ранг союза, да, определенных государств, которые так или иначе хотят доминировать. Сегодня решается этот вопрос о том, что мир станет либо многополярным, и на это есть серьезные основания, либо он станет в силу авантюрных всяких планов, проектов. Он, конечно, таким не станет, но однополярным он не может стать. Но все-таки попытки они будут до конца все-таки реализовываться. Мы видим, как исчерпывать должны все возможности. Соблазны есть. Возможно, это отвлечение во многом и социальных проблем. Это же понятно, что современные политические элиты не отвечают тем вызовам социальным, которые существуют в странах Запада. Мир усложнился, то есть социальные отношения усложнилось, тогда, когда политическое управление, она осталась прежним. И как бы перенести это основное напряжение во внешнюю сторону, да, оно тоже присутствует, безусловно, как бы не сказать, чтобы она не стала основным мотивационным моментом. Отвести образ врага, она же мобилизует свою, так сказать, цивилизацию, если будем так говорить, европейскую цивилизацию. Его тоже надо актуализировать, активизировать. Возможно, этот сценарий выбран, да, который... и, безусловно, остаются реакционные силы. Еще с момента Второй мировой войны, надо сказать. Есть эти силы, они были скрыты, они тоже себе дали знать. Иначе как понять, что сегодня откровенно режим Зеленского — это режим явно не демократический, это, будем говорить, это националистический, ультранационалистический, возможно, не националистический, мы разные можем давать оценки, но явно, как кто-то определил, национализм, нацизм — это пятая, последняя форма эгоизма. То есть этот режим во что бы то ни стало в ущерб соседям, в ущерб другим странам хочет устроить свою национальную безопасность. Это чисто исходя из эгоистических побуждений. То есть сегодня безопасность нельзя строить за счет ущерба безопасности других стран. И когда говорят, что Украина сама решит вопрос о вступлении в НАТО, что это ее исконное право, это, конечно, вульгаризм, и это ничего не имеет общего с правовой свободой, потому что правовая свобода, она основывается на учете интересов других стран. То есть поэтому это режим, который сверхэгоистический, он сегодня поддерживается, конечно, в интересах... Россия поставлена сейчас в такие условия, что вынуждена поступить именно так. Да. Дело в том, что у нас все больше и больше информации появляется о том, насколько этот нынешний сценарий, он готовился. То есть война готовилась, скрыто готовилась, и оно было направлено действительно на ослабление России, противопоставить Украину, России. И более того, этот проект, украинский проект, он как бы освещался еще тем, что это и есть истинный русский проект, российский проект. То есть Киевская Русь, она представляется как настоящая, все остальные это гибриды, то есть фактически посягательство на культурный код русского мира осуществлялось. Это и информационно, идеологически, и технологически это все готовилось. И это настолько серьезно, вызовы были для России. Более того, сама операция началась, сейчас уже появляется информация о том, что украинский режим, он готовил наступление на Донбасс. И ракеты были уже нацелены, и разведка донесла, и поэтому, почему, кстати говоря, так ранним утром операция началась, это не случайно, как некоторые хотят представить, мол, коварство, да, российское. На самом деле коварство было на той стороне. Они готовы были запустить ракеты, и война должна была начаться буквально вот-вот, и Россия опередила там буквально на несколько часов, возможно, я сейчас точно не могу сказать, но действительно война готовилась, и инициатива была на стороне украинского режима. Здесь, в Абхазии, какие задачи сейчас стоят перед руководством страны? Какую работу следует проводить внутри Абхазии в данный момент, в контексте всех этих последних новостей? Я думаю, что Россия и Абхазия, раз у нас есть союзнические отношения, Абхазия должна, мне кажется, это естественно совершенно быть последовательной во всех своих,
действиях, я имею в виду в контексте нынешних событий. Я вам скажу так, в международной практике малые страны, такие как Абхазия, придерживаются двух моделей, как выясняется в истории. Это модель тростника, который в силу каких-то обстоятельств непоследовательность проявляет. И есть вторая модель, это модель скалы. То есть проявляет во всем последовательность. Можно так сказать, для Абхазии последовательность, это ее ресурс, это условия выживания. В сегодняшнем суровом таком противостоянии Абхазия может выжить в условиях такой последовательности, в рамках договора, союзнического договора. Поэтому здесь нужно объективно, с пониманием, с выдержкой, с той решительностью, которая присуща нашему обществу. И у нас ведь союзничество с Россией, оно не просто политическая, дипломатическая такая основа. Здесь и цивилизационно, можно сказать, и здесь есть у нас общность в культуре, в понимании, миропонимании, Мы не европейское, эгоистическое какое-то там, культуре относимся, а мы относимся к культуре, которая формировалась именно в этом пространстве, в сопредельном нашем российском. Поэтому беды, которые сегодня настигают Россию, оно и нас касается. Оно касается не только политически, но и человечески. Оно разделяется. И у нас, скажем так, к этим событиям общество всегда относилось осуждающий режим, киевский режим. Оно всегда была на стороне России, абхазское общественное мнение всегда было. Поэтому, еще раз повторю, последовательность шагов, оно сегодня позволит нам дальше двигаться, сохранить нашу государственность. И в этом единстве мы можем добиться того мира, который здесь в Абхазии нужен. Во что бы то ни стало, цель сегодняшняя у руководства, я думаю, понимают, это недопущение войны на территории Абхазии. Это стратегическая, единственно важная цель, которая недопущение войны. Какие шаги, возможно, должны сейчас предприниматься в Абхазии для того, чтобы как-то эти вызовы и угрозы, которые существуют, сегодня как-то нивелировать, как-то быть к ним готовыми, слово готовность, подготовка, об этом я хотела бы с вами поговорить. Здесь ресурсы, конечно, будут раскрываться по мере той нагрузки, которая ложится на нас. Эта нагрузка теперь уже не только политическая поддержка, дипломатическая, но и военная. Я думаю, что здесь ресурсы, которые у нас есть, это... у нас, конечно, небольшая страна, конечно, каждый случай, оно имеет значение, имеется в виду жертвы, которые могут быть, с этим тоже понятно. Но у нас есть опыт недавней войны, у нас есть опыт в таком быть мобилизационно настроенным, оно у нас есть. Я думаю, что здесь и правительство примет достаточно взвешенные решения. Конкретно сейчас я не могу сказать, что она будет предпринимать, но свою долю, свое участие оно достойно представит, мне кажется, Как сегодня должны готовить молодежь, не знаю, морально, психологически, физически, в разных других отношениях к возможностям военных действий? Конечно, надо здесь быть в мобилизованном состоянии постоянно, быть в мобилизованном режиме. Понимаем, что скажем так, не исключено открытие второго фронта. Мы говорим это как допустимое, потому что прекрасно понимаем, что силы, круги воинственные, они цели свои
не откладывают. Значит, вот поэтому надо быть всегда в мобилизованном состоянии, сегодня проявить единство во всех вот этих важных вопросах, не распыляться. И я думаю, что здесь потенциал вскроется в силу того, что мы вступаем вот в эту фазу военной помощи. Ну и не следует забывать, что многие граждане Абхазии имеют также и гражданство российское. Вот в этой связи как будут эти люди вовлечены вот в весь этот процесс? Ну, я, насколько знаю, что вовлечение, оно не широкомасштабное, частичное, как это была, да, мобилизация. Я думаю, что здесь будут найдены такие подходы, которые будут оптимально учитывать обстоятельства, готовность и желание, и подготовленность, да, к этим действиям. Я думаю, что здесь многие вопросы будут отработаны. Они будут отрабатываться, и к этому, я думаю, есть достаточно организационных и других возможностей, да. Как должно отнестись население вот к тому, что сейчас происходит? Ну, население, я вот сейчас, с кем я сейчас общался недавно, да, и так далее, они с пониманием подходят к этому вопросу. Здесь я не вижу какой-то дискуссии или какого-то там, допустим, противостояния на этой почве. Здесь вот именно общество наше понимает те вызовы, которые существуют. Оно существует сегодня для России, они понимают, как одновременно это вызовы для Абхазии, потому что сегодня Россия — это фактор действительно стабильности, это тот союзник, который нас признал, и тот союзник, который сегодня нас защищает. Понятно, что у нас и одно понимание проблемы. Поэтому здесь я не вижу вот проблем в плане того, чтобы разделить эту, значит, опасность, разделить этот вызов. Я думаю, здесь вот абхазское общество, оно здесь с пониманием достаточно подходит к этому. Угу. То есть вот как раз вы накануне разговаривали за круглым столом о различных вызовах. Предполагали ли там эксперты, что вот буквально на следующий день будет мобилизация, и вот это вовлечение, о котором мы сейчас говорим, да, Абхазии, абхазского общества в те процессы, которые происходят в связи с Украиной, в связи с Россией, будет более тесным, более, скажем так, строгим? Да, вчера у нас была конференция с участием и военных экспертов, ученых, политиков, были представители администрации президента, и депутаты. И вот такой вот действительно ресурс научный, практический, он там проявился на этой конференции, обсуждали, безусловно, и военные сценарии развития в дальнейшем. И там было действительно сказано, мы все пришли к единому мнению. Вот, недопущение войны в Абхазии, недопущение войны в Абхазии, что предполагает максимальное использование дипломатических, политических, интеллектуальных всех усилий. Что касается помощи в случае, да, мы этот вопрос затрагивали, что военные события все больше размах обретают на Украине, и что без мобилизации вряд ли обойдется. И мы готовы должны быть, и этот тезис прозвучал. Вот как бы накануне это все, да, и как бы в ожидании это прозвучало. Не случайно вот, что эта тема была настолько актуальна, что мы действительно говорили о том, что может такое случиться, оно действительно произошло, и к этому были готовы. Надо сказать, если мы говорим уже о том, что психологически и идеологически, можно сказать, мы готовы, да, не случайно это все, поэтому здесь никакой искусственности нет. Может быть, кто-то вокруг этого будет всякого рода политические эти самые окрасы давать в пользу каких-то там кругов. Я хочу подчеркнуть, что солидарность Абхазии, она не искусственная.
искусственное, оно не надуманное, оно не привнесенное, оно естественно-исторического плана. Вот эта вот солидарность с Россией, с российской сегодня, вот той проводимой, да, России сегодня, да, на Украине, вот это его, да, событие, ну, то, что мы, оно было, естественно, воспринято абхазцами как сохранение стабильности на огромном пространстве российском и абхазском в силу того, что здесь мы неразрывно связаны и геополитически, и исторически, цивилизационно, я еще раз это скажу. Поэтому всякие аналитики могут ошибаться, говорить о том, что вот Абхазию куда-то втянули. Это неправда. Спасибо вам большое за интервью. О том, что необходимо предпринимать в Абхазии в контексте частичной мобилизации, объявленной в России, мы говорили с политологом Бесланом Камке. Всего доброго. Спасибо, всего доброго.